Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о гибели студента одного из вузов Казани. Молодой человек выпал из окна общежития. Покажем, как у жителя Бугульмы изъяли алкоголь. Алкоголь для собственных нужд. Спиртное он делал сам из выращенного в саду винограда. А также суд по делу о стрельбе во время массовой разборки в Кировском районе Казани. Прошло уже много времени, я ничего не помню. И хроника дорожных происшествий. 110 вылетел. Ударил Рено Логан. Это и не только. Прямо сейчас. Тело молодого человека обнаружили сегодня днем на улице Ярулина. По предварительным данным, студент одного из образовательных учреждений выпал из окна предварительно 8-го этажа общежития. Он скончался мгновенно. Прибывшим на место врачам скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть. Сейчас личность погибшего, как и причины произошедшего, выясняют следователи. 80-летний пенсионер утонул на глубоком озере. Он решил искупаться. То, что официально купальный сезон еще не открыт, его не остановило. Как рассказали очевидцы, он нырнул в воду и на поверхности больше не появился. Окружающие тут же забили тревогу и вызвали спасателей. Водолазы нашли тело погибшего на глубине 6 метров в 20 метрах от берега. Его извлекли и передали полицейским. Сейчас устанавливаются причины трагедии. Не исключено, что от перепада температур мужчины случились судороги, с которыми он не смог справиться. Сразу по 3 статьям будут судить 40-летнего жителя Набережных Челнов. По версии следствия, мужчина изнасиловал свою ровесницу, с которой познакомился накануне, а затем совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Уже в отделе полиции он набросился на одного из сотрудников и нанес ему несколько ударов кулаками. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям изнасилования, насильственные действия сексуального характера, а также применение насилия в отношении представителей власти. При этом причастность к совершению преступления мужчина не признал. Судом по ходатайству следователя в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в Автограде возбудили уголовное дело в отношении 42-летней женщины. Ее подозревают в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. По версии следствия, мама систематически избивала своего 12-летнего сына. При этом воспитанием занималась тетя мальчика. Она же и сообщила в полицию о противоправных действиях своей сестры. Известно, что семья состоит на профилактическом учете. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям сотрудников социальных служб, ответственных за безопасное проживание ребенка в семье. 29-летнего жителя Верхнеуслонского района задержали полицейские по подозрению в сбытии наркотиков. В ходе личного досмотра у него изъяли 16 свертков с мефедроном общей массой около 15 граммов. Мужчина признался, что запрещенные вещества спрятал мелкими дозами в тайниках. Проходить медицинское освидетельствование на наличие запрещенных веществ в крови он отказался. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции суд арестовал его на 5 суток. Более того, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». 1000 литров самогона, сделанного из винограда, фруктов и ягод, выращенных на приусадебном участке жителя Бугульмы, изъяли сотрудники Управления экономической безопасности. Полицейские установили, что мужчина на протяжении длительного времени возделывал эти культуры, изготавливал из них вино, коньяк, чачу и фруктовые дистилляты. Их впоследствии продавал. Лицензии у него не было. Чем такой труд может для него обернуться, расскажет Нафиса Минязова. Полицейские, узнав, что житель Бугульмы продает спиртные напитки, решили проверить, так ли это. Алкогольная продукция, предметы из легального оборота, наркотики, оружие, что-нибудь имеется в доме? Ничего. И на прилегающем участке? Ничего. Алкоголь? Алкоголь для собственных нужд. Понятно. Вот по этому вопросу и прибыли по алкоголю, да. Если имеется, просим выдать добровольно. Мужчина не отрицал, спиртное в магазинах не покупает, делает напитки сам. Сырье тоже свое. На приусадебном участке выращивает виноград, фрукты и ягоды. Из них делает вино. Что-то перегоняет, получая коньяк, чачу и фруктово-ягодные бренди. Но уверял, что делал все исключительно для себя, но и угощал друзей и знакомых. Полицейские установили, что продукция имеет признаки кустарного изготовления. Акцизных марок нет и посчитали, что такого количества
производства для одного человека многовато. А для промышленного изготовления и оборота у него нет никаких разрешений. Проведен обыск по месту проживания мужчины, в ходе которого обнаружено и изъято более 1000 литров алкогольной продукции с признаками кустарного изготовления. Весь алкоголь у него изъяли. Планируют отправить его на экспертизу. И по ее итогам в отношении мужчины будет принято процессуальное решение. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, вызов 112. Мобильный телефон стал причиной крупной аварии на проспекте Ибрагимова. Там вечером столкнулись 3 автомобиля, причем 2 из них лоб в лоб. Но, несмотря на то, что машины получили сильные повреждения, люди в аварии не пострадали. С подробностями Айгуль Бадрудинова. Не заметили? Этому молодому человеку, водителю Рено, не повезло больше всех. Он ехал по проспекту Ибрагимова в сторону центра. Перед перекрестком с улицы Волгоградской остановился на светофоре. В этот момент сильный удар сзади, после чего Рено откинуло вперед, и он лоб в лоб столкнулся с поворачивающим налево Ниссаном. Мы, хотели повернуть. 2110 вылетел. Ударил Рено Логан, и после чего Рено Логан отбросил. Было очевидно, что водитель отечественной легковушки даже не пытался тормозить. В результате у Лады и Ниссана разбиты передние части. Рено же пострадал со всех сторон. Дистанцию не соблюдал. А вы на что-то отвлеклись? Телефон. На телефон? Важный звонок был? Да. Отрицать свою вину водитель «десятки» не стал. Более детально разбирать происшествие будут в автоинспекции. Айгуль Бадрудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. Небольшая авария стала причиной долгого выяснения отношений между 2 автомобилистами. Машины просто притерлись друг к другу на улице Копылова. Водители никак не могли выяснить, кто виновен в ДТП. Идти на компромисс никто не хотел. В итоге разрешать конфликт пришлось автоинспекторам. За всем этим наблюдала Вероника Гайнутдинова. Кто перестраивался? Я прямо ехал. Доказать, что именно водитель такси виновник ДТП, для этого мужчины, по всей видимости, было делом принципа. Он рассказал, что ехал по своей полосе прямо, как вдруг в правый бок его машины задела Kia. Водитель той иномарки сказал, что вы не признаете свою вину. Кто в итоге из вас виноват? Он виноват. У таксиста было крайне противоположное мнение. Виновным в аварии он считал водителя Peugeot. Мужчины несколько часов не могли решить, по чьей же вине произошло столкновение. И именно поэтому не смогли самостоятельно поехать в центр оформления ДТП и остались на месте в ожидании сотрудников ГИБДД. Он перестраивается на нашу полосу. Видите, задел боковинку. Теперь выяснять, кто виноват в аварии, будут в автоинспекции. Вероника Гайнутдинова, Елена Саляхова, Наиль Абдулин. Вызов 112. В Кировском районном суде рассматривается дело в отношении подозреваемого в стрельбе во время массовой разборки 2 групп мужчин, произошедшей на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая еще в октябре 2019 года. Тогда огнестрельные ранения получил 1 человек. Они были не опасными для жизни и здоровья. Из зала суда Елена Саляхова. Прошло уже много времени, я ничего не помню. Прошу огласить показания. На это заседание пришел только один свидетель. Полицейский, прибывший ночью 25 октября 2019 года на пересечении улиц Кызыл-Армейская и Поселковая по сообщению о стрельбе. Подробности не помнит. Прошло 1,5 года. Суть конфликта в 2 словах. Я так понимаю, что там из-за прицепа? Что за прицеп? Ну, какой-то прицеп там. У них там, я не знаю. В ту ночь, по данным следствия, поссорились 2 большие компании. Один из мужчин открыл стрельбу, в результате чего пострадал 30-летний казанец. Он получил легкое ранение. Все участники конфликта скрылись еще до приезда полиции. Изучив камеры наблюдения, стражи порядка выяснили, что в конфликте участвовали 20 человек и передвигались они на 8 машинах. 14 из них удалось задержать через 2 дня. Где находился? Что делал? Я дома был. Мне позвонил, сказал то, что там кто-то там, что-то там на базе, там около базы толпа народу. Ага. Все. И что он попросил? О чем? Ну, попросил подъехать, посмотреть. Что с этим пистолетом? Что делал на месте происшествия? Что, стрелял в воздух. Еще куда? В землю. Сотрудниками полиции на территории Технополиса были обнаружены и изъяты предметы, схожие с автоматом, и пистолет, схожий с ПМом. Оба предмета отправлены на исследование для проведения биологической, дактилоскопической и баллистической экспертиз. Уголовное дело было возбуждено в отношении 2 человек. Один из них – 40-летний Ильшат Гатаулин. Его дело выделено в отдельное производство. Изначально ему вменяли статью «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», совершенное из хулиганских побуждений с применением оружия. Однако затем переквалифицировали на покушение на убийство. Также его обвиняют по статье «Незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов». Сегодня в зале суда допросили свидетеля. Из-за неявки потерпевшего дело пришлось отложить до 2 июля.
Елена Саляхова, Айрат Назипов, Игорь Романов. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.